вас всех на нашей сегодняшней встрече. Это одна из многих, мы надеемся, очных встреч руководителей и учителей, работающих по концепции развития полилингвального образования в Республике Татарстан. Совсем недавно открылась первая такая школа, уникальная школа, чей опыт изучают во всех субъектах Российской Федерации. Такая школа была открыта в Казани. Чуть позже у нас появились новые комплексы в Набережных Челнах, в Елабуге. Мы с вами работаем по концепции полилингвального образования уже давно. И сегодня мы очень признательны в первую очередь руководителю Венера Хаматнасыховна. Огромное спасибо вам, что вы согласились первой встретить нас всех. Сегодня у нас в Республике Татарстан таких комплексов 6. На нас, уважаемые коллеги, возлагаются большие надежды. Вы видите, как старается правительство, руководство, мы стараемся, чтобы вам было удобно работать. В наши с вами комплексы инвестировано огромное количество средств из бюджета республики. И мы надеемся, что мы не подведем руководство и покажем очень высокое качество образования наших обучающихся. Конечно, мы привыкли, что качество образования связано с какими-то цифрами и показателями. Но вот сегодня мы увидели творчество, проектную деятельность и траекторию развития функциональной грамотности как при реализации основных образовательных программ, так и при реализации внеурочной деятельности. И было очень приятно видеть результаты этой работы. Очень приятно видеть учителей, молодых, стремящихся к новому, поддерживаемых директором. Это было видно, заметно. И это для нас очень важно, чтобы вас, дорогие учителя, слышали, видели, любили, понимали и поддерживали. Мы надеемся, что это происходит в каждом образовательном комплексе, который развивает идею полилингвальности. Сегодня мы это увидели здесь, и я бы хотела поблагодарить, Венера Хаматнасыховна, вас за то, что вы создаете такие условия для развития педагогов. Вслед за педагогами мы видим, как растут дети. Знаете, коллеги, это происходит как бы невзначай, но какой мощный потенциал воспитательный содержит в себе эти встречи. Встреча по мастер-класс, который мы посетили, да, по развитию родной словесности. Это же уникально, когда человек, сам создающий стихи на родном языке, прививает эту любовь детям и способствует этому всему учитель, который организует встречу двух талантов. Талантов поэтессы и талантов наших девочек. Я сегодня увидела на уроке девочек. И было так приятно, когда все вместе, и взрослые педагоги, и дети, и поэтессы, и администрация, были, знаете, испытывали ощущения то радости, то нежности, то грусти. Эти ощущения менялись в зависимости от изменяющихся тем стихотворений. Было так приятно, что украдкой то взрослые смахивают слезу, то дети. Вот это и есть единство, то, к чему мы стремились. Мы очень признательны, Ленар Рафакович, что вы нашли время в своем плотнейшем графике заглянуть сегодня к нам. И, наверное, именно с вас мы хотели бы начать эту встречу. Мы виделись на уроках, во внеурочной деятельности. И сейчас мы, наверное, предоставим слово вам, чтобы поприветствовать всех участников. Надо на русском, на татарском языке сказать? Как удобно, как удобно. Татьяна Георгиевна, Феруза Зуфаровна, біздің шақырылған семинарға шақырылған қызметтестер, қызметті оқытушыларыбыз, қадірлі қонақтар. Добрый день, уважаемая Татьяна Георгиевна, Феруза Зуфаровна. Я
рад приветствовать вас на земле Актанышского района, на земле Актаныша. Не зря, наверное, выбор пал именно на нашу гимназию провести этот семинар. Я бы сказал вам еще слова благодарности за то, что вы сделали выбор именно проведения этого семинара на наших стенах, нашей гимназии. Потому что мы сами видим, когда в это здание только входим, тут и аура другая, и на самом деле и сама школа совсем другого формата, как другой мир. Да, я понимаю, здорово, очень хорошо, что у нас в нашем районе такая школа есть, но в каждой школе необходимо стремиться именно к этому формату. Это в наших силах, надо стремиться. Функциональная грамотность, она, слово очень хорошее такое, если вы знаете, если вы понимаете. От того, как ребенок правильно выберет свой жизненный путь, во многом зависит его судьба. На самом деле, дети только что про это сказали. От того, что как правильно он профессию выберет, как правильно жизненный путь себе проложит. Зачастую, и это как закономерность, это семья, она есть, семья, духовное воспитание, любовь к жизни, любовь к родине, любовь к родине. А школа, она должна прививать для детей уже глубокие знания такие, которые ему пригодятся в жизни. Мында біздің шақыруға қонақлар, барлығына бек зор рахмат келген үшін, енді мында Актанышның өзінің яратқан гимназиябыз өткәргән үшін бұл семинарына бек зор рахмат тілеймін. Алдағы күндерде мотор эшләргә, енді хөрмәтле укытучыларыбыз, сезнең хезмәтегездән безнең балаларның киләчәк алар дөрес хезмәт юлын сайлауы, дөрес юлдан баруы сезнең хезмәтегездән торырга кирәк. Ул инде башлангыч класстан башлана и чыгып киткәнчегә кадәр алар инде безнең балаларның икенче семьясы булып тора. Шуның өчен дә сезгә уңышлар, монда үткәргән чараларда алган белемнәрегез, алган сорауларыгыз, инде опыт бирергә кирәк, одним опытом, пусть он в дальнейшем вам пригодится. Мы всегда открыты для того, чтобы какие-то проводить семинары, какие-то открытые уроки проводить. Можно это сейчас современные технологии, можно это через Zoom, через Link, все это можно провести в виде видеоконференции. Мы всегда открыты. Огромное спасибо, всем успехов, благополучия, чтобы на самом деле, чтобы мир был на земле. Самый актуальный, самый такой сейчас вопрос, чтобы мир был на земле. Чтобы полные семьи были, чтобы наши ребята вернулись, живые, здоровые. Я это надеюсь, и не только надеюсь, я уверен, что это так и будет. Всех успехов. Вам огромное спасибо, что приехали. Так что, рахмат барахмат. Огромное спасибо, Ленар Рафакович. Я бы хотела, уважаемые коллеги, представить гостей, которые сегодня с нами, и гостей, и хозяек. Ну, с хозяйкой вы уже познакомились. Венера Хаматнаслыховна нам чуть позже расскажет, подведет итоги определенные, да, резюме того, что вы видели, каким образом организована проектная деятельность, какие цифровые ориентиры каждый год для себя определяет педагогический состав, как достигает этих высочайших показателей. Об этом нам, конечно же, расскажет Венера Хаматнаслыховна. И еще мы очень рады, что с нами сегодня Фируза Зуфаровна. Она занимается и программой повышения квалификации всех учителей. Все программы инновационные проходят исключительно под ее руководством. И все программы по работе с одаренными детьми, и программы по развитию и поддержке родных языков – это все Фируза Зуфаровна. Многоликая, талантливая, человек, на которого всегда можно положиться. Спасибо. И вот сегодня также мы будем говорить о функциональной грамотности. И если позволите, коллеги, я тут своим командным голосом предоставлю слово себе. Называется это, конечно, приветственное слово. На самом деле мы не можем позволить себе говорить все время о... Так, можем мне открыть? Да, вот открывается вроде бы. Состоящего Да, коллеги... Может, микрофончик или меня и так слышно? Слышно. Меня слышно, да? Ну, хорошо.
После благодарности педагогическому составу, который работает в этой прекрасной образовательной организации, и, безусловно, слово благодарности административной команде под руководством Венеры Хамат-Насыховны, я бы хотела перейти, уважаемые коллеги, все-таки к рабочим вопросам. Мы всех вас сюда пригласили не только для того, чтобы показать интересные образцы, лучшие практики, да, развития функциональной грамотности на уроках, но и познакомить с некоторыми новостями. Итак, функциональная грамотность – это один из способов реализации нового стандарта, с одной стороны. С другой стороны, то, насколько наши дети готовы показывать уровень развития своей функциональной грамотности, напрямую сказывается на результатах обследований. НИКО, ВПР и, безусловно, ОГЭ и ЕГЭ. Коллеги, только вчера у нас завершились все процедуры, связанные с ВПР. Большое спасибо всем, кто принял участие в этих процедурах. Пока неутешительные новости. 11-классники, которые по желанию проходили все эти испытания, показали по большинству предметов результаты ниже, чем в прошлом году. Теперь на слайде вы видите результаты обследований 6-классников. На следующем слайде вы видите, что мы стремились к результату достаточно среднему, хотя бы на 4. Для себя определили эту красную линию хотя бы 4. Хотя Владимир Владимирович Путин нас просит быть на уровне 6. Мы установили для себя уровень 4, среднюю какую-то, да, часть. Коллеги, и что мы видим? Вы знаете, да, математическая, читательская, финансовая, естественно-научная, глобальные компетенции и креативное мышление. Мы с вами не достигаем даже для себя намеченных ориентиров. Смотрите, по математической грамотности, по естественно-научной грамотности, глобальные компетенции и креативное мышление у нас с вами тоже страдают. Если сравнить 2 года, один и тот же возраст, да, 6-классники, 20-й год, 2 года назад и 22-й, мы видим, что у нас, ну, в общем, сказать, что это увеличение баллов, ну, даже язык не поворачивается. Практически мы стоим на месте, а по многим показателям мы с вами даже, в общем-то, упали в этих значениях. Это о чем говорит? О том, что сегодняшний семинар, он не потому, что это модное понятие, он необходим. И здорово, что сегодня отдельно у нас встречаются историки и обществоведы. И здорово, что сегодня в Зеленодольске проходит подобный же семинар по развитию функциональной грамотности. И я не сомневаюсь, что в ваших рабочих методических объединениях эта тема раскрывается постоянно. Каков у нас ресурс, каков инструмент? Я думаю, вы все с этими ресурсами знакомы. Сайт «Единое содержание общего образования» всегда обновляется. Новые вебинары, новые программы. Есть возможность попробовать себя, используя конструктор. Безусловно, вы можете использовать возможности Казанского и Приволжского федерального университета и коллеги любых вузов, которые свои бланки заданий и свои варианты заданий по развитию функциональной грамотности предлагают на сайтах. Пожалуйста, обратите на это внимание. Вы видите, что у нас есть и сайт ФИПИ, и в помощь учителю есть у нас с вами консультационные форумы, и есть возможность на РЭШ пройти самодиагностику. Полагаю, что вы прекрасно пользуетесь всеми этими инструментами. Что мы видим на выходе? У нас прошла государственная итоговая аттестация 2022 года. И мы видим, коллеги, последний, да, столбик, что ничего хорошего у нас с вами нет. У нас по ЕГЭ сдаваемым предметам идет отрицательная динамика. Ну, практически по всем предметам идет отрицательная динамика. Вы видите, русский, физика, химия, информатика, биология, география. Ну, китайский, понятно, литература. Коллеги идут в минусе. Это ненормально. А посмотрим, как быть с результатами 9-классников. Та же самая история. Практически по всем предметам идут отрицательные значения. Это о чем говорит, уважаемые коллеги? О том, что мы с вами не дорабатываем. Мы с вами чего-то не умеем. В решении каких-то определенных заданий мы молодцы. В решении каких-то определенных вопросов, в развитии творческих способностей мы молодцы.
но далеко не всегда. В первую очередь для нас, для управленцев, это сигнал о том, что с педагогами мы не дорабатываем. Поэтому полностью меняем и систему повышения квалификации, и взываем ко всем руководителям практически на всех семинарах, практически на всех форумах о том, чтобы у нас шло и обновление кадров, и обновление методических ресурсов. Что мы хотим сказать о ЕГЭ 2023 года? Вот сейчас тот период, когда на нас с вами начинает литься буквально информация о новостях и об изменениях. Да? Ну вот где вы можете об этом узнать, каким образом, что будет происходить? Разработчики уже начали свои онлайн-видеоконсультации. То есть мы понимаем уже сейчас, что будет изменено в контрольно-измерительных материалах и насколько сильно. Далее, родители у нас, как обычно, в феврале-марте будут участвовать в акции «Сдаем ЕГЭ вместе», потому что именно от родителей очень часто мы видим сопротивление, какие-то сложности содержательные, организационные, и с ними, уважаемые коллеги, я полагаю, вы также работаете, как мы вас просим, на всех родительских собраниях. ЕГЭ – это просто. С апреля 2023 года у нас будет онлайн-марафон, в котором мы все примем участие. Ну и целый ряд обучающих семинаров. И, конечно же, горячая линия с руководителем Рособорнадзора. С ним мы встречались в режиме ВКС несколько дней назад. И, в общем-то, тоже услышали ряд новостей. Какие основные изменения, каков вектор развития? Вы видите на слайде. Значит, что мы видим? Ну, во-первых, продолжается корректировка моделей в соответствии с ВГОС. То есть все больше становится заданий практически по всем предметам, нацеленным на развитие функциональной грамотности и замеряющим уровень этого развития. И очень много, так сказать, акцент делается на усиление деятельностной составляющей. Коллеги, создается открытый банк заданий ГВЭ на уровне 9-классников. Этого не было. Начинается проработка новых моделей КИМ на основе ВГОС 21-го основного образования и среднего образования 22-го года. Это означает, что появляются новые формулировки заданий и снимаются новый, так сказать, компетентностный подход с этих заданий. Ну и, конечно, дорабатываются кодификаторы государственной итоговой аттестации и универсальные кодификаторы для процедур оценки качества образования с учетом уже внедренного в ГОС. Что конкретно меняется? Русский язык. Значит, вы видите слева номера заданий указаны, да? Что это? Во-первых, в задании втором используется новый языковой материал и иначе формулируется вопрос. В заданиях 3, 21, 26 меняется разбаловка и также появляется новый языковой материал. В четвертом расширяется содержание орфоэпического словаря. В пятом расширяется словарь паронимов. В восьмом меняется разбаловка. В девятом используется новый языковой материал и новая формулировка. В 27-м заданиях понятие в критериях 7 и 8 исключается негрубая ошибка, меняется разбаловка и уточняются критерии с 1 по 13 и в 12. Хочу сказать, что первичный балл тоже меняется. На сегодняшний день 54 это будет первичный балл по русскому языку. Что касается литературы, обращаю ваше внимание на задание 9. Здесь также меняется формулировка и необходимо выбрать другое количество правильных ответов. Математика. В базовой математике сначала у нас с вами пойдут практикоориентированные задания, затем задания по геометрии и алгебре. В профильной математике сначала геометрия, потом комбинаторика, статистика, теория вероятности и последний блок алгебра. Физика. В первой части интегрированные задания будут перемещены на другие позиции, и при их решении потребуется привлечение знаний сразу из 3 разделов. Во второй части, в задании 30, расширена тематика. Химия. 9, 12 и 16 задания – это вопросы с повышенным уровнем сложности.
23. Условия задачи представлены в текстовом виде. Коллеги, это одна из сложностей, которые испытывают наши с вами дети. Они очень тяжело читают таблицы, тексты, не могут переводить одно в другое. 33 и 34 задания будут поменены местами. В географии изменений нет. Информатика. В 6 задании потребуется проанализировать готовый алгоритм и определить результат его работы. В 22-м необходимо будет выполнять с использованием файлов, в котором содержится информация для решения. По биологии у нас будет изменено количество вопросов. Значит, было 28, станет 29, но при этом первичный балл уменьшится до 58. В 5-8 задании будут касаться клетки и организма как биологических систем. В 9 и 12 будет рассматриваться раздел «Система многообразия органического мира». В 13 и 16 раздел «Организм человека и его здоровье». Коллеги, во второй части будут исключены вопросы по анализу биологической информации. Да? А вместо 24-го появятся 2 задания, которые проверяют методологические умения и навыки. Про историю обществознания говорить не будем, я так понимаю, здесь этих людей нет. Иностранный язык. Номер 1 и 11 заданий. По-другому будет оцениваться в 3 первичных балла, ранее было 6. Во 2 и в 10 задании оценка меняется до 4 первичных баллов, было ранее 7. В разделе грамматика и лексика теперь осталось 18 заданий. И в вопросах, то есть в заданиях 4.38 уточнены формулировки, а в заданиях 3.37 уточнены критерии оценивания. Так, но китайский язык не так интересен. ОГЭ. Вот по 9 предметам, которые вы видите на слайде, здесь никаких изменений нет. Есть изменения для девятиклассников в информатике. Задание 13.1 и 13.2. Тут внесен перечень допустимых форматов файла ответа. По биологии номера вы видите 1, с 3 по 5, 7 по 13, 15, 17, 18 изменили свои позиции. Появились новые задания, которые были представлены, коллеги, в 2020 году в перспективной модели КИМ. И 21 задание будет полностью напоминать задание 21 ЕГЭ 11 класса. Что я хочу сказать? Если мы с вами сейчас не проработаем детально эти изменения, не подготовим себя как учителей и на методообъединение своих педагогов всех, сами не прорешаем эти КИМы, не поймем, в чем суть этих изменений и не подготовим детей, соответственно, коллеги, мы будем с вами очень сильно страдать. Почему? Потому что будем делать на уроках то, к чему мы привыкли, а не то, что от нас на сегодня требуют. Хочу напомнить, что основной тренд развития – это функциональная грамотность и проектная деятельность, которую мы на сегодня увидели, и, безусловно, реализация патриотических проектов. Сегодня практически на всех уроках этот элемент очень сильный, воспитательный, мы увидели. Надеюсь, что это будет присутствовать и на других уроках во всех ваших школах. И еще, заканчивая свое выступление, говоря о государственной итоговой аттестации в 9 классах, хочу к вам обратиться вот с какой мыслью. Да, наши дети сдают 2 обязательных предмета, но в качестве предмета по выбору, как мы проанализировали в этом году, наши дети крайне редко выбирают родной язык. Так как наша с вами идея – это идея развития, в первую очередь, родного языка, я очень прошу, передаю слова Ильсура Гараевича, просьбу обратить, в первую очередь, это просьба к администрации, конечно, да, но через администрацию и к учителям, обратить внимание на то, чтобы девятиклассники наши с вами не боялись выбирать родной язык для сдачи государственной итоговой аттестации на определенном уровне. Потому что для нас с вами это еще и показатель, оценка того, как мы развиваем язык, культуру и как это отражается на выборе детей. Я еще раз благодарю вас всех за то, что вы выбрали время сегодня. Благодарю вас за внимание. Если будут вопросы, я готова на них ответить. Замечательно. Вот когда ехала сюда утром в машине, нас 3 раза обогнала машина. За рулем молодые девушки. Правила они знают? Знают, потому что получили права, иначе бы им и не дали.
но у них нет никакой функциональной грамотности. Они не умеют эти правила, они их не понимают. Для чего? Они их не умеют применять, и они составляют опасность не только себе, как водителю, но и нам, тем пассажирам, которые ехали вместе с ними. Поэтому функциональная грамотность настолько серьезная тема, мировая тема. И поскольку ПИЗа, международные исследования, это замеряют давно, указом президента Путина это тоже поставлено во главу угла. И наша Ковалева, Центр оценки качества образования Российской академии образования, как раз сформулировала научно, что такое функциональная грамотность. Это как сегодня человек общается с миром, как он реагирует на внешние вызовы, как он себя ведет. В конце концов, эта тема выходит, функциональная грамотность, это кто такой современный человек. Татьяна Георгиевна настолько четко все расписала, настолько четко критерий, как это будет оцениваться, четко сказала, у меня остается возможность попробовать зайти на эту проблему с другой стороны. Со стороны ценностей и смыслов, со стороны новых инструментов и со стороны того, чтобы учитель сегодня четко видел, в чем же академическое образование и образование в рамках требований нового стандарта функциональной грамотности, чем же они отличаются на физическом уровне. Сегодня в нашу Академию менеджмента поступает очень много запросов от коллег, от учителей конкретно. Татьяна Георгиевна, конкретно говорят, научите нас в основной образовательной программе отразить функциональную грамотность. Мы уже вот в 2 районах поработали. Но прежде чем мы разбираем основную образовательную программу и как там функциональная грамотность должна быть отражена, мы вначале все-таки учимся чувствовать и понимать. Потому что все международные исследования построены только на этом, коллеги. Качество образования только предметными результатами не сработает дальше. Мы не войдем в 10 лучших мировых образовательных систем, потому что весь мир будет замерять как человек. ПИЗа замеряет благополучие школьника. Как он себя чувствует сегодня в школе? Целый том этому посвящен. ПИЗа замеряет, как ученику доверяют в школе. Мы еще к этому даже не подходим. О каком доверии? Мы об этом сегодня мало говорим, хотя вся классическая педагогика об этом говорит. И поэтому это сейчас не только неизбежность, это возможность изменения самого учителя. Потому что если у учителя нет функциональной грамотности, он не звучит в этом мире, он не чувствует его, он раздражается на всех, он не находит радости в жизни, в работе своей. Чему он научить может ребенка? Да, задание можно сделать тестовым. И главный принципиальный подход там, коллеги, в том, что простых тестов сейчас нет. Да и нет, ушли эти тесты. Все они многофункциональны, и все они связаны с жизнью ребенка. Предметные знания связаны с практической жизнью ребенка. И мы только когда с учителями прорешевываем эти типы заданий, на предметах это рассматриваем, потом мы говорим, дорогие учителя, функциональная грамотность как отдельный компонент в программе не пишется в рабочей. Потому что функциональная грамотность – это синтез всех 3 предметных знаний, метапредметных знаний и личностных результатов. 3 результатах. Мы прописываем только в результатах и словами, что ребенок способен разрешить жизненную ситуацию вот через то, что мы ему, через тот опыт, который он прошел вместе с педагогом. Очень интересная работа, я вам скажу. Настолько она интересна, потому что сам функционирование самого педагога меняется. И поэтому очень коротко попробуем рассмотреть. Смотрите, сейчас скажут, Фаруза Зафаровна в какого-то пестолодца 300 лет тому назад жил, приводит пример пестолодца. Посмотрите, мои ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами. Моя задача помочь. 300 лет назад написал пестолодца, коллеги. 300 лет назад. И он это делал. Сиротами, в университете он это делал. А это главная задача функциональной грамотности. Научить ребенку самого добывать знания. Сам он должен научиться. Но не буду сейчас, что такое научные, вот я сказала, адаптироваться функционировать, сейчас на это не обращаю внимания. Результаты того, что мы функциональной грамотности ребенку дали. Он умеет сам знания, применяет их на практике, сам оценивает свои знания и незнания, и происходит саморазвитие ребенка. Причем это на каждом уроке.
Начальная школа, мы начинаем формирование функциональной грамотности. Начальная школа – это математическая, читательская и, естественно, научная. Читательская изменилась. Раньше учителя начальных классов замеряли скорость. Сколько слов читают за 1 минуту. Это ушло. Нам теперь надо выяснить, понял ли смысл ребенок этого чтения. Это другой подход. А какая-то вкусная тема для полиглотных школ. Вы понимаете, вас вся республика, Татьяна Георгиевна так вас пестует, вместе собирает и говорит, еще будут связи, это здорово. Ведь на вас вся республика смотрит как на единый целый. Если в Челнах, в Нижнекамске или в Казани есть какой-то успех, Адымнар, это автоматически приписывают вам всем. Что-то случилось, не дай бог, в Казани, в туалете, и это автоматом переносится на другие школы Республики Татарстан. Насколько ответственность? Но у вас, в отличие от всех школ, есть особенность одна. Вы имеете дело с речью. Речь – особый дар. Хомский говорил о том, что есть матрица, есть единый всех языков. А наверху матрицы лежит матрица собственного языка. Значит, общий, у меня матрица есть и даже китайского языка, хотя я ни одного слова не знаю, но наверху лежит татарский. И поскольку речь – особый дар и особый смысл, праздники слова, уроки сюрпризы, понимание слов, душа моя Павел, Пушкин еще в начальной школе, обращение сразу, душа моя Павел, с какой любовью к ребенку, да? Вот всю работу можно простроить, если у вас есть положение, есть уставы, но если у каждой школы не будет своего своеобразия, гордости у ребят за школу не будет. Вот здесь, в Актаныше, есть своеобразие. Здесь все работают единым кулаком. Родители, ученики, дети. Недавно Росатом проводил вместе с группой «Карьера в России», Гель Сергей Сергеевич, республика его знает, он нам делал программу по работе с одаренными детьми, провели исследование, очень простое. Росатом продвинутые школы. Они сделали 3 замера. Какую цель ставят родители, отдавая ребенка в школу? Какую цель ставят учителя и какую цель ставят дети? Все разнится, коллеги. Не стыкуется. Ценности школы у учителей одни, у родителей другие, у детей третьи. У большинства детей ценность школы сдать ЕГЭ. Он ходит в школу, чтобы сдать ЕГЭ. Они лучшие свои человеческие качества там проявлять, наращивать. Потому что ему эту цель никто в школе не рассказывает. И только приведя в соответствие вот эти 3 функции, 3 направления, можно сделать успешной школу. Что это делает Венера Хамитовна Насыковна давным-давно. Здесь единый кулак, единое понимание. Здесь никто Путину не строчит жалоб. Слава Богу. Потому что родитель знает, что конкретно делает школа, для чего это пришел, и ребенок это знает. Это вот привести это в соответствие. Для этого ни материальной базы не надо, ни дополнительных денег не надо. Это управленческое решение. Это работа директора, заместителей директоров, это работа управленцев. Очень простая работа. А функциональная грамотность не получится. В простых ответах, в простых действиях, в учебной деятельности не получится, если не будет пробования, если не будет способы этого изучения, если не будет опыт проживания. Все умеем читать, но все инструкцию читаем после пожара. Точно. Не научили. Академики, когда академик с дипломом академика не мог трудоустроиться. Он очень умный, а нет функциональной грамотности, не умеет взаимодействовать с миром. Он боится его, он боится нового вида работы. И поэтому еще раз говорю, что функциональная грамотность в ваших рабочих программах, основных образовательных программах, прописывается как результат, другими словами, личностный, умей, овладел способами, и вы это должны увидеть, и предметная область, и метапредметная. Метапредметность должна быть уже в каждом предмете при преподавании. Поэтому я думаю, что у меня время категорически быстро уходит. Вот смотрите, коллеги, вот посмотрите, в чем разница заданий. Вот с 1 сентября мы уже все задания формируем на функциональную грамотность. Это требует новый стандарт. Первые классы пошли по этим стандартам. У нас уже старший класс, до 5-й, старшие классы уже работают. И тут все ПИЗа-подобные задачи, кейсовые задачи. Аттестация сейчас на кейсах учителей.
Замеры качества образования через кейсовые задания. И вот тут тоже разница. Проблема отсутствует, есть вопрос. Вот давайте сейчас очень коротко, времени совсем нет, потому что это как бы большая тема. Учитель на уроке, 5 класс, дает задание ребятам. Ребята, из пункта А вышли 2 человека, 2 машины. Одна машина проехала со скоростью 60 километров и была через 2 часа в пункте А. Вторая машина проехала на 30 минут позже. Отличница сразу поднимает руку. Учитель при авторитарном вот в этом подходе, когда у нас нет ПИЗ, подобных заданий функциональной грамотности нет, услышит отличницу, та скажет 48 километров в час, вы скажете, молодец, поставит 5. А тут учитель помолчал и сказал: а как вы думаете, почему? Учитель задает вопрос: почему? И тут предмет становится субъектным. Содержание каждого предмета должно быть субъектным, то есть относиться к жизни этого ребенка, к его папе, к его семье. И они начинают рассуждать. Наверное, у них, может быть, резина лопнула. Может, они выбрали другую дорогу, более длинную. У нас мама, папа любит по красивой дороге ехать. Пошло обсуждение, рассуждение. Знание предмета стало субъектным. И потом учитель говорит: хорошо, все эти, формулируйте все эти вопросы, для себя запишите и решите задание. Вот в чем разница. Проблема реальная, она явно выражена, она касается ребенка. Или математика. Изучаем сложение. Чтобы сложить, что надо какие действия произвести, учитель объясняет. Но если при этом учитель объяснит, что этот математический закон самый главный в жизни, чтобы сложить, то есть умножить, надо разделить вначале, что надо поделиться, тогда у тебя прибавится. Вот это уже не только субъектно, это уже формирование научной, естественной грамотности. Почему наши дети не любят окружающий мир? Здесь нет учителей начальных классов, я поняла, но я не могу... Не любят окружающий мир, коллеги. Я провожу этот эксперимент на протяжении последних, не знаю, с ректорства. Потому что там все частично, там не целостно. А дети в начальной школе воспринимают мир целостно. И когда они а мы потом это развиваем на физике, на географии, на химии, на биологии, продолжение окружающего мира, 4 предмета в основной старшей школе. Еще история. А он им не нравится. Я недавно спрашивала учителей начальных классов Кукмара: поднимите руку, пожалуйста, кто любит окружающий мир. Добросовестно из 104 человек подняли 3 человека. О какой функциональной грамотности можно говорить? Я не люблю, как я могу, не то что заставить, любовь привить. Вот в этой школе, видите, все лица радостные. Такой радостной школы я видел только 2 в своей жизни. Это у Ямбурга в Москве, 109-й центр образования. Они все там такие радостные, хотя инвалиды. И учителя там все улыбаются, ходят. Я им даже задала не тактичный вопрос, я говорю: вам премию, что ли, сегодня все дали? Они так на меня, как на странную, посмотрели. И у Михаила Петровича Щетинина, покойного, в Текосе, радостные. Вот в этой школе дети радостные, учителя радостные. А это задача директора. Не учитель для школы, а школа для учителя. Тренд управленческий поменялся. И Венера это понимает. Они едут всей школой на спектакль. Вы где? Да мы в Челны приехали на спектакль. Автобус берут и приезжают. У нас выступает Пат Шалыч. Она говорит: всем автобусом приедем. Это уже функционирование учителя. Директора радостное. А радость — особая мудрость жизни. Грех не радоваться. Самый большой грех — не радоваться. Недавно задают вопрос, отец Дмитрий умер уже, его нет. Ад есть? Он говорит: есть, он вокруг. Есть у нас, вот рядом мы стоим, много людей в аду находят. А как это так? Они не умеют радоваться. Это и есть ад. Когда человек не находит радости в том, что сегодня есть, это уже ад. Поэтому, коллеги, вот надо, чтобы до учителей вот это дошло. Чтобы контекст был не только учебным, чтобы он охватывал все предметные умения. И чтобы было так, вот чтобы было контекст не учебный, чтобы был, не с предметом, а с жизнью. Умножение есть деление, закон выучили.
да? Или Евгений Онегин, классика. Он ведь не только так вот, Онегин просто так болтался, он главную мужскую задачу не выполнил. Он не понял смысла мужской жизни. И поэтому сказал: Боже мой, как я ошибся один, как прежде никому не нужен. Вот если педагоги поймут, что будут пизоподобные задания, что это будут кейсы, это и ребятам интересно. А что отвечать на вопрос? Да, нет. Это уже второй как мир, то это будет решением. Результаты мы написали. Важнейшее умение понимать, анализировать, использовать информацию. Значит, поскольку хочу, коллеги, об одной вещи сказать. Сама по себе функциональная грамотность не формируется через простые учебные действия, только через метапредмет, через метапредметные результаты. То есть, когда ребенок и логически рассуждает, и коммуникативно у него связи здесь, он умеет коммуницировать. Вот это все появляется в результате всего этого. И здесь, мне кажется, Татьяна Георгиевна, просто все, если ваше есть желание, все школы Адамнар могли бы стать единой платформой, единой площадкой, которые вот это попробуют вести. Какая-то школа может взять предмет, вот уже сегодня видели ряд предметов, вы говорили, может быть, Актаныш продолжит эти, потому что нужна платформа заданий. Хотя в интернете тьма, коллеги, заданий. У просвещения тьма. Татьяна Георгиевна сегодня давала все ресурсы, которые есть в интернете. Это единое содержание образования, это центр качества образования, это просвещение, и учебники есть, и задачи есть, и демоверсии есть, все сегодня есть. Но это одно дело. Второе ведь дело нам надо связать с жизнью коллектива. Если мы возьмем, допустим, у просвещения работу с тем ребенком, который опаздывает, а у вас в классе нет ребенка, который опаздывает, нам этот подход не подойдет. Поэтому мы наблюдаем личностные результаты, это наблюдение педагога. Как в столовую ведет, как он взаимодействует с остальными ребятами, как он быстро или сдержанность его. И с учетом этой ситуации ставим задачу на учебном уроке. Мы рассматриваем то, что с вашими конкретными детьми. И поэтому можно использовать демоверсии, и эти задания можно взять, но каждый учитель сам еще разрабатывает. Если мы такой банк данных сделали, общий, все школы Адамнар, это, наверное, было бы здорово и для республики, наверное, и вообще для собственного роста. Потому что чем больше будет наша функциональная грамотность, тем будет больше она учителей. Вот я начала с, естественно, научно. Вот в 26 году главный будет обследоваться у детей в 26 году, естественно, научная грамотность. Будет предметом особого рассмотрения на ПИЗа. Но некоторые, не все боятся ПИЗа, потому что участвуют отдельные школы. Не все школы 100 подряд. Но будет же российская ПИЗа еще у нас внутренняя. Вот о них же уже говорил Татьяна Георгиевна. Это же задания, которые будут и на ОГЭ, и на ЕГЭ эти задания. Они будут кейсовые, многозадачные, многопрофильные. Вот когда дети становятся в субъектной позиции по отношению к обучению, когда с ними советуются и с ними вместе рассуждают вопрос. Вот сегодня высший пилотаж. Венера Каматовна придумала, что дети должны высказаться 2 дня тому назад. Ну чем-то надо начать пленарку, да? 2 дня назад она придумала. Не напыщенные формальные слова у детей. Это же не красивые слова, которые они списали. Слава Богу, этих красивых слов есть. А это по-настоящему размышление, кто я. Кто я такой? Зачем я живу? Без ответа на этот вопрос сегодня не может мировое пространство развиваться. И сегодня говорят самое главное, когда сообщество собираются, глубоко продумывать свое дело. Вот мы что сегодня под руководством главы и Татьяны Георгиевны и делаем. Она правильно придумала. Мы глубоко промысливаем то, что мы делаем. Зачем мы это делаем? Зачем я иду на урок сегодня? А каждый урок – это судьба ребенка. Каждый урок – судьба ребенка. Зачем я туда захожу? Что я сам получил на уроке как учитель? Что получил ребенок как учитель? Как ученик? И не закончила, естественно, научную грамотность. У нас, конечно, те школы, которые относятся к школам развивающего образования, а это деятельностный подход, их в России меньше и меньше становится. Сейчас уже, по-моему, меньше 1%, а мы доходили в свое время до 16%. И 2 школы такие в Челнах сохранились.
Вот Адамнар наши не дадут мне соврать. Это «Золотая горка», это имени Давыдова. Василий Васильевич Давыдов, сам автор деятельностного подхода, замечательный психолог, его уже нет в живых. Это единственная школа в России его имени, потому что он сам приезжал, работал на Набережных Челнах. Там вообще не стоит вопрос функциональной грамотности. Там все задачи, учебники построены на этом. И поскольку мои дети учились и учатся в этой школе, внуки, они по окружающему миру приносят задание домой. Измерить скорость ветра. Любыми способами. Что только не придумываем. Нарисовать дождь. Вот все задания на ощущение мира. Огонь изучали, чуть пожар не получился в классе. Изучали огонь, учительница зажгла огонь. Свет выключила. Я не говорю, чуть пожар не случился. То есть вот в деятельностном подходе в рожных школах это нормально, это каждодневное задание. Нам сложнее, потому что мы это не проходили. Но нет, если мы туда не перейдем, глубочайшим образом, во-первых, отстанем, во-вторых, дети будут неуспешными, несчастливыми детьми. И напоследок я хочу вас сориентировать на мощнейшее исследование педагогическое. Такого исследования нет в науке. Единственные науки о человеке – это педагогика, наша с вами наука. Больше нет. Науки о человеке, психология и педагогика разделились. Лет 50 тому назад, чуть даже больше. А все проблемы педагогики, психологии, но нас разделили, к большому сожалению. Это дело произошло. Вот Джон Хейтси, новобразильский доктор наук, на протяжении 25 лет проводил исследования. Потому что функциональная грамотность не сама по себе самоцель. Нам ведь надо то, что ребенок, с чем он пришел, это раскрыл. И то, что пришел, раскрыл, отдал и жил в согласии с этим миром, в согласии со всеми, да? Джон Хейтси посмотрел, изучил опыт, Россия не принимала участие, 80 миллионов учащихся, 20 миллионов педагогов с точки зрения успешности работы, как они влияют на качество обучения. Но успешность он сформулировал и убрал с точки зрения раскрытия потенциала, возможностей. Мы же с этой целью работаем, что в школе ребенок раскрыл самые лучшие человеческие качества свои и служил миру. А не вот хватал и становился богатым. Смысл-то ведь в этой нашей лестнице, школа в переводе лестницы. И он ввел коэффициент, средний коэффициент успешности. Коллеги, и оказалось, то, что делает весь мир, и мы в том числе, разделение на группы, репетиторство, слабые, сильные классы, конкурсы, да, влияют. Но их влияние ниже среднего. Он взял показатель 0,4, например, да? Ниже 0,4. А что влияет на успешность ребенка? Очень простые вещи. Доверие и атмосфера. Атмосфера в классе, атмосфера в школе, атмосфера в семье. Вот они, коэффициент 1 и 2, почти в 2,5 раза, влияет на успешность. И у меня есть очень, Татьяна Георгиевна, замечательная практика. Я эту обожаю практику. Вначале боялась, а теперь я ее обожаю. Любое наше занятие при повышении квалификации мы начинаем с этой практики. Я говорю, я ее даже думала, сегодня проведу, но просто времени нет. Там буквально 5 минут надо. Каждый педагог берет свой класс. 20 человек, у кого 30, у кого 40. Пишет имена этих детей, и в течение 5 минут этот учитель должен написать одно достоинство этого ученика. Как человека. Не 5, одно. Детские сады пишут скоренько. Улыбаются, пишут. Началка начинает думать. Я по глазам вижу, думает, ага. Получилось, коллеги, не получается подобрать. Не сразу находится. Старшеклассники, Татьяна Георгиевна, 80% не могут подобрать. Достоинство, одно достоинство ученику. Коллеги, это же педагогическая задача, ваша задача. Если я этого ребенка не принял, он для меня не существует, я ему не верю, какой грамотности я его научу. Математической, функциональной, читательской ничему не научу. Раздраженный учитель еще может чему-то научить, а раздражающий никогда не научит ничему. Нет для меня этого ребенка. И все наши таблицы, и все наши вебинары нулевые. Я даже первый раз, когда были классные руководители города Елабуги, елабужане, не обессудьте меня, я фамилии не называю,
Классный руководитель, я говорю, пожалуйста. 80% ничего не написали. Я первый раз такое вижу, думаю, как же так? Начать говорить, что это ваша педагогическая проблема. Но потом потихонечку, почему, коллеги, не можете подобрать? Что мешает? Подумайте. Но когда мы уже докручиваем и говорим, что тот ребенок, которому не можешь подобрать плюсы, это подарок тебе. Он из тебя делает другого учителя. Если я не верю в ребенка, я не верю в себя как учителя. А если я ему верю, то я знаю, что во мне есть нечто, что поможет мне раскрыть этого ребенка. Я становлюсь как учитель более успешным, я буду меняться. И когда мы это обсуждаем, потихонечку это начинает работать. И прежде чем вот какие-то высоты функциональной грамотности, если атмосферы нет в классе, если нет традиции в классе, каждый ученик должен обязательно гордиться своей классом, своей школой. И поэтому только в моей школе своеобразие. Вот только в этой школе каждую неделю встречаются мировоззренческие встречи с замечательными людьми. Только здесь. Я не побоюсь этого слова. Не раз от раза, а еженедельно. Даже бывает в течение дня 2 встречи. Я не знаю, как дети это переносят, но бывает по 2 встречи. Потому что мы приехали 2 недели назад, они прибежали на Новобаянск с другой встречи. Если есть гордость и есть своеобразие, придумывайте сами. Это первый, самый маленький раздел воспитательной работы. Программа воспитания. Там написано, что это самый маленький раздел, 0,5 страниц. Это своеобразие школы. Это не количество детей, что тут половина отцов не имеет. И тут ни одного учреждения культуры нет. А что присуще только моей школе. Вместе с детьми думайте, а что вы хотите? А что вы предлагаете с родителями? И если эту традицию внедрить, и она будет присуща только вам, раскроется ученик. Это Юлия Ющенко, 200 семей рассматривали талантливость, откуда появляется. На первом месте стоит гордость своим родом. Гордость не потому, что мой род был богатый, а что они миру внесли, что они сделали для мира. Достоевский как говорил: папенька, я вас благодарю. Папа его не отдал, отец, чиновник не отдал в школу, потому что там розгами били в этот момент. Он был против этого, и он его не отдал. Зато церковь каждый день и библиотека. Кант на английском, немецком он читал, и он говорит: благодаря вам, папенька, я такой стал. Потом отдал в ремесленное училище. Ведь откуда философ появился? Откуда Моцарт появился? Потому что мама любила только тогда, когда он музицировал. Он хотел угодить маме. А мама понимала, что в нем талант есть. И заставляла работать. А Лермонтов придумал свой род. У него был бедненький такой род, который ничего не принес миру. А он это придумал. Поэтому придумайте своеобразие своей школы. Того, чего нет ни в одной школе мира. Только у нас. С командой подумайте, с учителями, с педагогами. Некие традиции. Может быть, тут слова подарки каждый день, я не знаю. Слова, вот речь же, через речь мы тут идем по-лингвальски. Значение, не зря ведь вам этот дар дал. То есть, коллеги, думать, советоваться. Школа для учителя, школа для ребенка, школа для родителя. И родитель, ученик и учитель сегодня единый кулак. Это написано в законе, написано в программе образования. А не так мы не пускаем, по WhatsApp сказали, у тебя такой ребенок, в школу не пускаем. Найдите другие формы взаимоотношений, выстраивания. Будет легче работать, и тогда будут наши дети функционировать, то есть ощущать этот мир, отвечать этому миру. Будут абсолютно в соответствии с природосообразностью, с тем, что по каким законам мир сам по себе существует. Там же есть законы. 43 миллиарда мир существует, наверное, какая-то есть закономерность. Почему-то вот сейчас мы давайте примем решение. Завтра, чтобы было лето, давайте проголосуем. Будет лето завтра? Нет. Потому что там другие законы существуют. И если мы эти законы не знаем, мы будем ударять, агрессировать, злиться, болеть. А если мы понимаем эти законы и принимаем их благодарно, то будет совсем другой ранг. Поэтому для меня большая честь, что сегодня позвали. Позвали на такое очень ответственное совещание, очень ответственных педагогов. И мне нравится, что Министерство образования вас отдельно пестует. И разжевали вам сегодня уже вот все, когда вот то, что разжевано, мы даем в жизнь, смыслы и ценности. Инструмент зачем? Ответ сам придет. Когда есть вопрос зачем, ответ сам приходит. Как? Я вас благодарю, желаю успехов.
испытываю большую радость сегодня. Сегодня такой коммуникативный душ, да? Настолько разные манеры выступления у наших ораторов. Одна манера была у Ленара Рафаковича, совершенно другое выступление было у меня. Третий вариант прекрасного лекторского мастерства у Файрузы Зуфаровны. Мне кажется, мы можем с вами еще часа два ее послушать. Она эмоциональна, она прекрасна. Но, тем не менее, коллеги, знаете, что хочу сказать? Так сказать, приземляясь с заоблачных выступлений наших коллег, которые говорят очень интересно, немножко цифр. Да, у нас на прошлой неделе закончилось обследование общероссийское, оно теперь называется ПИЗа. Да? Туда вошло всего 8 районов, 8 школ муниципальных Республики Татарстан. Да? Очень было странное обследование, потому что в одной школе у нас, в сельской маленькой школе Спасского района, участвовал один ученик. Ему приехали 2 федеральных наблюдателя, 2 региональных наблюдателя, администрация вся работала в этот день. Ну, в общем, все по-взрослому. И была школа, где более 50 человек принимало участие в обследовании, это было уже серьезнее. Где-то школы дети писали в 2 сессии, в 3, потому что не умещались, есть достаточно жесткие требования. Коллеги, вот, да, на нашем рабочем совещании можем сказать, вот эти 8 школ мы готовили полгода. Не знаю, как мы их приготовили, через пару месяцев только узнаем, но работали огромной командой. Значит, методическая служба, служба в школе. Но служба в школе, ну что, чем заместитель директора отличается просто от учителя? Да ничем, по сути. Он такой же учитель, и также у него абсолютно те же вопросы возникают. Огромный ресурс нам дал Центр непрерывного повышения профмастерства под руководством Раиса Фалиховича и вся его команда. Вот эти люди выезжали на места, выходили на уроки, прямо вместе с учителем прорабатывали все темы, и коллеги понимали, никто из учителей не умеет создавать задания, направленные на развитие функциональной грамотности. Если кто-то из вас готов провести такую стратегическую сессию, семинар, как угодно обозначить формат встречи, мы будем вам только признательны. Если вы сейчас скажете, а у нас есть хороший посыл, и дайте нам 2, 3, 4, нужное количество месяцев, выберите, чтобы мы это сделали, мы вам будем аплодировать и прибежим к вам все. Коллеги, это сложно, и это требует определенного навыка. И это вызов даже не только для учителей, которые уже сегодня и сейчас на гора должны выдавать новые задания, новые форматы уроков, вообще все новое, да? А тут когда им выдавать, когда уроки нужно и элементарно проводить, да? Но это вызовы и к учреждениям дополнительного профессионального образования, которым тоже необходимо все перестраивать. И они также, по сути, не очень готовы к этому. Поэтому мы все сейчас в одном вот этом русле мы движемся, и нам необходимы, конечно, какие-то изменения. Поэтому мы встречаемся друг с другом, потому что иногда на местах гораздо более интересные есть находки, которые можно потом размножать, мультиплицировать. Именно поэтому мы и собираемся вместе, и директора, и чиновники, и учителя, и мир ученых, все вместе, потому что врознь мы просто это не сможем сделать. Вот. И я еще раз благодарю и Файрузу Зуфаровну вас за прекрасное выступление, эмоциональное. И хочу передать слово практику, Венера Мухаммадовна, вам, потому что вы, ну вот, первый человек, который нас всех встретил. Еще раз вам за это большое спасибо. Мы увидели на практике, как вы идете. Да, мы видим еще не результат вашего труда, мы видим путь, начало пути. Пожалуйста, расскажите о ваших основных особенностях. Hayırlı gün, hürmetli kolegalar. Biz Tatar tilinde bilim berүүчү окуу yurtlarının birisi olarak 2011 yıldan beri şol gimnaziya 11 yıl менен biz şol üniversite işlep kelebиз. 2005 yılda bizim siz bulduğunuz başlangıç yokta ol 3-cü mektep bulara açılgan, Nuraptaныш gimnaziyasi bulara işlengen. 2011 yılda bizge devlet statusu berip beselli balalar üçün humanitar gimnaziya internat bulara işley başladık. Hem bugünkü günde de biz şol üzümüzün ismine doğru bulup beselli balalar üçün humanitar gimnaziya internat. Kamende bizning endi natijalardan ko'rib Rustam Nurgaliyevich tarafından da 2021 yılda bizga mana shunday motor, shikarniy bino tuzilib berildi, bütün imkoniyatlar bo'lgan.
Һәм инде без үзебезнең чиксез рәхмәтебезне белдерәбез үзебезнең министрлыкка һәм үзебезнең дәүләткә инде. Безнең мәктәпнең миссиясе ул гимназия ачылганнан бирле бар. Ул безнең элек уңышка омтылыш уяту, без аны кайчандыр Артур Кәримович белән уйлап табып, шуны тормышка ашырганык һәм без аңа ул миссиягә уже ияләшеп, аны тормышка ашырып, соңгы 3 елны менә яңа миссия куйдык. Барыбер аның юнәлеше бер үк 21-нче гасыр татар интеллигенциясында тәрбияләү һәм үзебезнең милләткә хезмәт итүче интеллигенция тәрбияләү безнең миссиябыз. Һәм инде безнең чыгарылыш укучылары нинди мөмкинлекләргә ия булырга тиеш? Алар әлбәттә үзебезнең дәүләтнең патриотлары булырга тиеш. 21-нче гасыр компетенциялары белән эшли булырга тиеш. Бүгенге көндә IT юнәлешсез кешене күз алдына да китереп булмый. Гуманитар гына дип карау дөрес түгел. Без гуманитар гына түгел, без күп кырлы шәхес. Гуманитарлар арасында без менә мин туталып китермен, математика профильгә туталып китербез. Без гуманитар дип әйтсәк тә, без гуманитар гына түгел. Без IT юнәлешне дә безнең менә программирование, Python, Java программа укыту бүгенге көндә 3 ел бара уже бездә әле безнең дәүләтчелек әле моңа киләгенә инде без моны 3 ел укытабыз инде балаларда. Һәм безнең проектларның нәтиҗәсе дә без күп стартапларның җиңүчесе без аларны күрсәтеп тормадык. Президентка күп мәртәбә күрсәтелгән проектларыбыз бар. Президент Рөстәм Нургалиевич балаларның исеменә белә, уларны кул биреп сөйләшеп, син әле бу проектка тагын нәрсә истәдең соң дип сорыйлардан. Бу инде әлбәттә күп хезмәт, бу укытучының хезмәте һәм бу үзебезнең менә команданың хезмәте. Без мин административ команда гына дип әйтмим, без мәктәптә 63 педагог, без бөтенебез дә менә бер команда. Без һәрбер эшне киңәшеп, бу безнең конференция залы, безнең бүтән җыелышлар укытучылар белән шунда үтә, безнең педсостав, ул һәрбер кеше саен үз урындыгы бар. Һәрбер кешенең менә шунда бүтән әйберне без киңәшеп бетерәбез. Без аннары гына әтиәниләргә, балаларга чыгарып бергә кертәбез, моны тормышка ашыра башлыйбыз. Әлбәттә, без 21-нче елга хәтлек безнең 89% югары категориялы укытучылар ик. Без 21-нче елны балалар саны безнең артканнан соң без 501 бала булдык. Шуннан соң безнең әлбәттә укытучылар составы да күбәйде. Яшь укытучылар, үзебезнең гимназияны бетереп кайткан укытучыларыбыз күп эшли. Менә алар кайсы 1 ел, кайсы 2 ел эшли. Ул укытучылар, алар категориясыз әлбәттә, но алар безнең балалар, алар гимназияның традицияларын беләләр, монда ничек укытканны беләләр. Мин аларны әлбәттә 4 куллап талам, 5 куллап талам, чөнки үзебезнең балалар, аларны без беләбез. Алар безнең стеналарны, гимназияның һавасын сулап үскән балалар. Менә ул балалар бүгенге көндә кайттылар, аларның әле категориялары юк, алар кайсы магистрда, кайсы аспирантурада бу балаларның, ләкин Алла бисала теләсә, 3 елдан бу балалар безнең категорияны 90-га җиткерер дип өметләнәбез. Но без үзебезгә максатны инде менә бу ел 84%-ка чыгуны куйдык, чөнки уже яшьләр тула бара, укытучыларның достижениялары күп, инде үтә барабыз. Һәр ел әлбәттә без учитель годы, бу инде укытучының төп күрсәткеч конкурсы. Без анда бер кайчанда калганыбыз елга без үтәбез, 15-кә керәбезме, юкмы, безнең укытучыларга куелган максат. Без районның бүтән номинациясына катнашабыз, һәм республика педдебют белән учитель годыга без һәр елны барабыз. Педдебютта безнең хәтле елында безнең номинациядә җиңүче. Һәм инде бу елны без менә 1-15-леккә кердек. Алла бирсә, бу елны куябыз инде 15-леккә керүне, 5-леккә керүне, аннары 3-леккә керүне, кернә Алла бирсә учитель годы җиңүчене бирәчәкбез. Әлбәттә инде татар теле безнең конек. Башка бер мәктәптә дә татар теленнән хәтле игътибар биреп, татар телене үзебезнең туган телене, үзебезнең гадәтне үстерү, без аны уялмыйбыз, чөнки без аны достойно алып барабыз. 5 предметны менә мин кулымны куеп әйтәләм, минем 5 предмет чипчиста татарча укытыла. Һәм инде бу әлбәттә Шулпан Рәмзиловнаның бүгән хәтле безнең Ләйсән Галиевна укытты, халык укытучысы. Аларның зур хезмәтләре мин үземдә күп еллар татар теле укыттым. Менә Шулпан Рәмзиловна безнең узган ел Бөтен Россия татар теле укытучылар конкурсында ул 1-нче урын алды. Бу елда учитель года, бу ел аспирантурага керде. Менә укытучылар һәр даим үзләрендә эшләп торалар. Бездә теге ялкау дигән укытучы дигән андый мәгънә юк. Бездә гөл укуда, гөл нәрсәдер. Без үзебездә менә саннар белән дә. Аннан барыбер вакыт әз булса да без күп менә булса укыйбыз, атна саен менә күп менә булса алга барырга тырышабыз. Теге авыл мәктәбе, булар инде теге үлеп яталардыр дип карар ярамый. Без авылда гына булсак та, без менә Мәскәү белән дә бик әйбәт эшлибез. Без Фәйрүз Зафаровның да язалар бетерәм, КФУларында шулай без менә күп вузларда эшлибез. КФУның практически бүтән вузлары белән дә. Без Елена Ефимовның да бүтән лабораториясын, химия, биологиясын йөреп чыгабыз, инде баш йөреп чыгып бетереп барабыз. Шулай ук технология ягында
Federal Institut Filologiya bilen de Radifikator bilen işleybiz. Biz menä tatar dilini üstürүү boyunça olar bilen de köp işlenlikler alıp barabız. Kayberip menä bizning kitken balalar, onlar da ukuylar, onlar любой voz menä bizim balalarning bugünküsünde 5 kulla bala. Çünki olar bilimli, ikinçiden alıp bik tertipli balalar. Menä siz bizning teneffüs wagtynda gördüğünüz ul balalarning sen tanıştır, sen jügürmedi bir kişide bizde aytkan kişi yok. Her bir balanın başına sindirilgen. Onlar menä üz tertipleri için üzeri cevap bererler. Çünkü mende iki türlü reyting var. Birisi terbiye reytingi bu şirik sayın çıkıp kile. İkincisi yıl azagında çıkıp kile. Bizim aprelin sonunda subotası şembe günü bu bizim 6 iyulda hürmetli tantanası mında olimpiyat yıl boyu menä balalarının algan urunlarının определенный balı var. Eğer de bizim saytка кирсәгез, ул рейтингны карарга була. Анда уңай балгына түгел, анда тискәре коэффициент дигән әйбер дә бар. Әгәр дә бала устафны боза икән, әгәр дә аның 3лесе бар икән, ул 1 3ле алса, аның уже 10 бал ширик билгесе. Ул теге җыган балларын бер баланың да югалтасы килмәй, чөнки ул тырышып укый. Ул олимпиадник булырга тырыша, ул олимпиадада призер булган өчен менә Всероссның инде заключительный этап победительләре призерлары инде. Соңгы елларында анда да матур гына барабыз, аларга инде меңәр бал өстәле. Мен инде әлбәттә ул балаларның тоже рейтингта чыгып, дөнья күрүләрен телим инде. Элек безнең менә санкциягә хәтле без чит илләргә чыгарайдык балаларны языковой лагерьларда, біз инглиз телендә әйбәт бирәбез. Тырышабыз, по крайней мере, әйбәт бирергә. Балалар әйбәт сөйләшәләр инглиз телендә, татар телендә дә, рус телендә дә. Һәм менә төрек теле, быел Корея теле, үзебезнең укучыбыз кайтты, Корея клуб эшләп килә. Алар пока традицияларын, гореф гадәтләрен өйрәтәләр, телгә күчкәнче һәр вакытта да без ул милләтнең гореф гадәтен бирәбез. Аннары гына без балага телне бирә башлыйбыз. Һәм тагын нәрсәләр өстендә без эшлибез, әлбәттә грантлар өстендә эшлибез. Без үзебез дә бер генә федераль грантында калдырмыйбыз. Менә доступный среда республикада бердән-бер җиңгән мәктәп. Безнең менә 28 уку бетә, бездә 31 көн лагерь эшли башлый. Һәм каникулда без тик ятмыйбыз. Татьяна Георгиевна, мы целый каникул готовим детей. Это ОГЕГ, это Олимпиада. Олимпиада это святое. Беренче чиректә безнең балалар уйныйлар, тавышланалар. Һәр муниципаль олимпиада башлангачтан безнең теге районда барыбер җиңеп чыгарга кирәк. Аларда лидерство дигән әйбер бик көчле. Безләрдән басып барганда балалар укый башлыйлар. Менә монда хәзер бу библиотека штабилләп тула. Анда идәндә дә урын калмый. Алар буш вакытларында керәләр, шунда укыйлар, яталар, ул диваннарда ятып та укыйлар, утырып та укыйлар. Аңа бер кеше дә игътибар итми, чөнки шулай тиеш. Һәрбер баланың үзенең самовыражениесе бар. Әлбәттә инде укытучыларда да грантларда катнашалар да үзләре теләп, без таләп иткәнгә генә түгел. Менә инде шул Панандилова олимпиада әзерләүче аның бер үзенә 15 республика җиңүче һәм призеры бар бу татар теле һәм әдәбиятында. Һәм инде менә узган ел алгарышка безнең яшь укытучыбыз, история укытучысы һәм инглиз теле укытучысы, алар алгарыш белән грантында катнашып җиңеп чыктылар. Рамиз Илгизович безнең Санкт-Петербургта олимпиадага һәм ОГЕГга әзерлек буенча стажировка итеп кайтты. Менә ниләр инде йыгыларны күрәсез, 2012 елда менә башлаган идек, ул барыбер безнең үсештә, монда без бер генә фәнне дә өстен куймыйбыз. Чөнки һәрбер укытучы үз фәнен ярата. Арада менә бу класста 20 бала арасында кемдер тарихны ярата, кемдер математиканы ярата, кемдер химияны, кемдер физиканы, кемдер биологияны. Шуның өчен һәрбер балага да тигез мөмкинлекләр бирәбез. Әлбәттә укытучылар профессионаллар. Әйттем инде ни өчен профессионаллар икән, чөнки укыйлар, тырышалар. Алар һәр вакытта ниндидер онлайн курсларга язылганнар. Алар һәр вакыт нәрсәдер менә кыштыр алар бер сәгать 5тә мәктәбенә йөреп чыгым инде, бәлки укытучы кайтып киткәндер дисәң, анда яна тышкан уты, монда яна тышкан уты дигән шикелле һәрберсе утырган нәрсәләр кыштыр эшли. Теге сәгать 7дә килеп керәбез мәктәпкә, менә шул чыгып киткәнче сәгать 7 була. Әлбәттә информатика фәне узган ел безнең балалар күп бирде. Менә информатика фәне буенча без аны үстерү өстендә эшлибез. Узган ел безнең 12-21 баланың 12се бирде. Аның кайберсе бит әле төрле бала бар. 10нчы класста йөри дә, еган мин бу фәннән бирәм дип январ ае килеп җитә дә, 11нче класста фәнне үзгәртә дә куя. Менә шу 2 бала, 1 бала, 2 бала белән менә фән төшә дә китә инде.
бирүләр. Ләкин әйтеп торабыз, башка еллар белән караганда безнең бөтен фәннәребез дә үсештә. Әлбәттә 21 бала узган ел бетереп чыкты, 90 балга бирүчеләрне сез күрәсез. 3 предметтан алар 3 бала, шул 21 баланың 17 бала безнең берәр предметтан 90 балга өстән бирделәр. 80-не уже 70-не аларны санамыйбыз инде без аны теге безнең өчен ул гадәти. Олимпиада менә 2011 елны гимназия ачылганда bir урын белән башлаган ик татар әдәбиятыннан Лесенгали Гвернаның бүгенгесе көндә инде узган уку елында ул безнең 76. Һәм монда инде бөтен фәннәрдә бар. Монда төшеп калган фәннәр безнең юк. Ул төшеп кала икән, без инде отдельно разбор ясыйбыз һәрбер фән буенча һәм аның буенча отдельно эшлибез. Менә әйтеп кенә китәсем килә, безнең заключительный йомгаклау этабы бөтен Россия фән олимпиадасының бу бит бик саллы җиңү. Безнең Махатлык Шайхин Айдар дигән укучыбыз бар иде. Ул хәзердә безнең Деон проектының җиңүче, ул беренче клубыбыз безнең ул беренче елда призер булды, икенче елда җиңүче булды. Һәм безнең аннан соң чыктылар право фәненнән Илмира чыкты, инде Илмира высшая школа экономикада укыйлар. Безнең балаларның күбесен менә Мәскәү высшая школа экономика уже апрель айында экзаменнар биргәнче ул балаларны разбирать итеп бетерә. Аннан калган балалар барысы да безнең КФУга керәләр. Теге бюджетка кірмеген бала yok, 100% бюджетка кіріп етіп балалар. Менә бұл соңғы елларны біздің МХК фәні бойынша тоже приоритет береді, чөнки МХК һәм технология фәннәре, ул кайсы юнәлешкә кірсәң дә, ул олимпиада сон ала, менә шу ике фән. Һәм инде көннең икенче яртысы, безнең бит әле интернатта 103 бала яши, без менә 103 баланың ул әтисе дә, әнисе дә әти-әниләр төрле регионнардан ул балаларны безгә ышанып тапшыралар. Сентябрь айында һәм май айында үскән результатлы балаларны кабул итеп алып китәләр. Ул балалар өчен ел буе без әти дә, әни дә, әби дә, бабай да. Аларның кайберсе каникулга гына кайта ул балаларның, алар ерак регионнардан. Шуның өчен дә безгә татар халык ашап пешерүдә, ашатуда һәрбер суббота, воскресенье көне интернат балаларны без татар халык ашап бәлеш пешерәбез. Үзләренә пешерәләр, менә нинди халык ашалары бар, шуны пешерәбез. Көннең икенче яртысында интернатта тоже икенче зданиебыз бар, мәктәптән тыш, анда кызлар, егетләр кул эшләре эшли, кызлар ашарга пешерә. Хәзер аерым тенденция бара башлады, наоборот, егетләрне ашарга пешерәләргә, кызларны иртеп ябыштырасылар килә. Әгәр дә бала тели икән, ул безнең өчен закон, теге син кыз, син малай дигән андый аеру юк. Телиләр икән, бөтен эшендә эшләп карый алалар. Балалар белән менә шу 103 балага 4 тәрбияче хезмәт күрсәтә. Әлбәттә, булай караганда 25 балага бер тәрбияче ул күп тә шикелле, ләкин инде балаларны менә сентябрь айында аларны бер коллега салганнан соң алар инде үзләре берсенә зурлар кичкенәләрне карый, менә татар гаиләсендә кебек. Шундый балаларга әйләнеп чыгалар. Әлбәттә, инде замнар көне-төне интернатта тормыйлар, мәктәптә дип тормыйбыз, көндә киләбез, төндә киләбез, һәр вакытта да ярдәмләшеп менә бергә эшлибез. Инде көннең икенче яртысының 65 төрле программа буенча эшлибез. Моның турында сөйләп тору кирәкми. Менә кайберләрен күбесендә сез аларны бүген булдыгыз. Һәм монда кирмәгәннәрне кайберләрне күреп китәсез. Спортның бөтен юнәлешен дә куябыз. Һәр бала спортның ниндидер булса түре белән шөгыльләнергә тиеш. Чөнки көнүзен мәктәптә утырып, аларның осанка дигән әйбер дә бар, исәнлек дигән әйбер дә бар. Аңа да зур мөһим урын бирәбез. Проектлар безнең бик күп. Бүген бер өлешен генә күрсәттем, чөнки март айында мин сезне яңадан җыясым килә ярмарка проектларга. Безнең узган ел без аны бик матур итеп үткәрдек. Әти-әниләр белән без дөрестән дә ярмарка үткәрәбез. Балаларның проектта эшләгән әйберләре менә шунда сатылып бетә, күп әйберләре. Менә бүгенгесе көнне сез күргән проектлар алар әле безнең сентябрь айыннан эшли башлаган балаларның эшләгән әйберләре генә. Ул ел буе менә алар бик күбәя, орта безнең 3 этаж менә туп-тулы була проектлар белән. Анда кабинетта парта да калмый, урындык та калмый, анда бөтен әйбергә тезелә, анда полный менә сату бар. Менә Зиләнең сабынын алсак та, Зилә узган ел 50 сумга тотынган иде, аннары 75-кә менде, Зиләнең сабыннары бу ел 100-гә менгән. Балаларда шулай ук финансовый грамотность та бара, функциональный грамотность та бара. Бөтен әйберләр бала менә үз кулы белән эшләргә өйрәтәбез. Менә мәктәптән чыккан бала бар, башка да пешерә белсен, җуа да белсен, җыя да белсен, кул эштә белсен, һәм акча да эшли белсен. Тагын инде әти-әни һәм гимназия без гөл бергә. Без инде еш очрашабыз. Әти-әниләр родительский комитет форматында да менә монда постоянно җыелабыз һәм совет отцов бар безнең. Әниләр бик нитә башласалар, әтиләр соңгы сүзне һәр вакытта әтиләр әйтә.
барыбер хәзер патриотизм дибез, семьяда әтинең роле нинди, ир егетләребез нинди. Менә шуңа уже мужской дух дигән әйбер кирәк барыбер. Бездә менә егетләр, ул менә бүген күрдегез монда сөйләгәндә дә егетләр башлады, егетләр битерде, и кызларда уже егетләр әйтә икән, менә барыбер кызларда басылырга тиеш, шуңа өйрәтәбез. Чөнки безне саклаучы да, яклаучы да ул безнең егетләребез. Менә шул мужской дух дигән әйберне без аны Бабаянс белән дә алып барабыз, ул да бик матур итеп бирә ул патриотизм темасы белән. Все-таки җегетлекләрне менә мужчина ул воин булган бит инде безнең төркиләрдә. Менә шул мине кайтарасыбыз килә, менә җегет булсын мин. Һәм төрле чараларыбыз бар, үзебезнең традицияларыбыз бар. Без менә үзебезнең югалып бара торган традицияларыбызның күбесе менә Нәүрүзне без әти-әни, бала һәм мәктәп бик матур үткәрәбез. Безнең ул ярты көн үтә. Монда минем утыра торган әти-әниләр бар, алар үзләре дә беләләр, бик әзерләнә. Әти-әниләр күбрәк тә әзерләнә балаларга караганда, алар күбрәк тә уйный. Балаларын уйнатып утырганнан соң 1-2 сәгать әти-әниләрне уйнатабыз. Безне уйнатмыйсызмы диләр. Шаяк сабантуй үткәрәбез, ул безнең укуның соңгы көне. Үзебезнең татарча матур итеп сабантуйны үткәрәбез. Минем бүләк базасы бар, беренче интернат ул безнең, ул бик матур территория, бөтен зур чаралар безнең менә шунда үтәлә. Әлбәттә инде әниләр көне менә хәзер җитә, без аны тоже матур итеп ярышлар форматында ниләр үткәрәбез. Әтиләр көне, әти-әниләр айга бер мәртәбә шимбә көнне дәресләргә йөри алалар. Мәсәлән, ул көнне минем математика икән, әти-әниләр тели икән, минем математикага килергә, без ул көнне алыштырып математика куябыз. Химия карыйсылар килә икән, химия куябыз. Менә әти-әнинең нинди запросы бар, biz алардан бер кашанда качмыйбыз да, бездә общий утырып сөйләшәбез. Шуның шулай эшләгәндә генә төрле әти-әни бар. Миндә дә, сездә дә нәкъ шулай уктыр, ләкин без не уртак тел табып эшләргә тырышабыз инде. Әлбәттә, инновацион проектлар, менә мастерская среда безнең яз көне тотына балаларын проектлары әзер булгач, безнең среда көнне дәресләрдән соң без чыгарып куябыз. Стеллар, порталар, һәр көнне бер бала, һәр среда, мәсәлән, кулшар икән, кулшар тизилеп утыралар, бөтен кеше килә, өйрәнә, амигарумга өйрәнәсең килә икән, килеп утырасың, энәңне җибен алып, сине бәйләргә өйрәтәләр. Мылвареннига барасың килә икән, килеп утырасың, Зилә сине сабын ясарга өйрәтә. Менә шулай балалар берсен-берсе өйрәтә, ул бик үтемле дә. Икенче юлы килгәндә инде, менә бит Ясмин бит бәйләп килгән игрушкалар амигарум янына. Ясмин тегә генә. Шул һәрбер баланы күреп алып, менә аларны һәрберсен үсендерергә тырышабыз инде. Бер генә баланы да мәктәптә югалтасыбыз килми. Һәм инде безнең тагын бер зур миссиябыз бар. Бу инде безнең 12нче елдан бирле бара. Без региональ лагерь буларак барабыз. Безгә төрле регионнардан татарлар алар, ләкин татар телен белми торган балалар килә. Бу балалар безнең балалар белән оралашып, бу елны башладык менә экспедиция форматында тел өйрәтү, традицияларны бирү. Бу балалар инде киткәндә бездән барыбер татарча җырлый торган, бии торган, татарча сөйли торган булып китәләр. Чөнки Актанышка килеп эләккән эштән син татарча сөйләшмәй мөмкин түгел. Монда мөхит шундый. Алар барыбер күпме дә булса сөйләшергә өйрәнеп китәләр дә. Бу балалар берсе дә югалмый. Безнең менә бу бүләкнең үзенең Telegram каналында да бар, һәм үзенең ВКонтактеда бар. Ал балалар менә һәр даим безнең балаларга оралашып торалар. Алар менә күбесе Казанга баргач, Мәскәүгә баргач, монда табышып, аралашып, дуслашып торалар. Һәм шулай ук инде безнең анда эшләтелгән әйдәманнар да без Арча педагог клиенты белән эшлибез менә соңгы 7 елны. Ул андагы шул әйдәманнар да берсе дә югалмый безнең. Һәр вакытта аралашып яшибез. Бәйрәмнәр белән, менә элементарный бәйрәмнәр белән катнашудан тотына аралашу, һәм дальше үсеп кенә китә. Шулай ук бу лагерь форматында без үзебезнең балаларны үстерү ягына карыйбыз. Мен сезгә әйткән безнең инглиз теле барыбер приоритет бирәбез инглиз теленә. Бит башка фәннәр белән стен КФУдан инде төрле носительләр китереп шул форматында эшләүне карыйбыз. Минем шуның белән тәмам. Сорауларыгыз булса, большое, Елена Косыковна. Знаете, коллеги, было бы, наверное, странным, если мы не спросили бы у вас, ну что, как вам, то, что увидел. Конечно же, нам очень важна ваша обратная реакция. У нас с вами было сегодня 4 группы, у каждой был свой маршрут, все посмотрели по 3 разных мероприятия или фрагмента, или уроков, или внеурочных мероприятий, да? Вот, было бы хорошо, коллеги, может быть, вы сами выскажетесь по желанию, или как, по группам будем. Вот у нас начальные классы. Есть учителя начальных классов? Руку поднимите, пожалуйста.
Отлично. Давайте вот у вас и спросим, как вам понравилось, вам или нет. Хайрликин, На кнопочку. Ага. раз. Все работает. Хайрликин, хурматлы хизметтешлер. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости, представители высшей администрации, скажем так. Очень благодарна судьбе за сегодняшний день, за эту возможность и за этот сюрприз приятный, потому что сколько лет, интересно, назад довелось работать вместе в коллективе с прекрасной Ниной Насыховной. Это действительно сюрприз сегодня. Вот мысль материализуется, и вот ваши слова тоже, если вот открываешься, то совершенно неожиданных мест вот эти сюрпризы она обратно тебе возвращает. Вот каждое сказанное слово с детьми, учителями, я без лести, без лишней похвалы хочу искренне сказать, вот я очень рада, что все отголоски души, вот мы каждый день идем на работу, да, разный коллектив, да, разный район, администрация, много факторов внешних, внутренних, свои ресурсы, в плюсе ты или в минусе, неважно. Самое главное от сердца. Вот и все желания, которые, может, они в миссионном пока формате, но я сейчас уверена, что они тоже будут в глобальных форматах и на всех районах. И изначально заложена вот эта цель Адамнар Салят, сейчас мостик. Меня не зря, наверное, судьба привела именно в такую гимназию, где именно все дети Салят. Вот для меня просто вау сегодня действительно было. Я очень-очень вот ликую внутри до сих пор. И уверена, что еще вот этот ресурс, полученный на всю жизнь, он даст вот этот заряд. Иншаллах, и коллеги тоже, я уверена, поддерживают. Это у всех есть отголоски, и у родителей, и у детей. Просто действительно мы, наверное, сейчас подошли к той эпохе, что ли, сказать, да, когда не просто мы должны быть готовыми, а когда и требует это время уже, и все к этому благоволит. Просто чуть-чуть поверить в сами себя, наверное, мы должны, и чуть-чуть смелее быть, и решительно вот этот шаг сделать вперед. И все вместе, самое главное. Вот, только спасибо хочу сказать искренне. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас не только учителя начальных классов сегодня, сюда были приглашены учителя естественно-научного цикла, химии, биологии. Есть такие в аудитории? Проявитесь как-нибудь. Раздал детям анализы, результаты анализов крови и задал вопрос. Вот, что вы можете сказать по этим анализам, допускаете ли вы их к спортивным олимпиадам? Ну, дети посмотрели, сказали, ну, кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Но на самом деле ведь они не могут ответить на этот вопрос, потому что они не разбираются в составе крови. И потом, ну, после того, как они уже прошли эту тему, они уже смогли ответить на этот вопрос. Сказали, что по составу крови уже они смогли определить, здоров человек или нездоров. Урок химии тоже, тоже прошел с ярко выраженной функциональной грамотностью. Тоже связь с жизнью была ярко выраженная. И учитель вела урок в очень быстром темпе. Мне вот это понравилось, потому что дети подстраиваются под нее, и у них мозг очень быстро работает, и очень быстро они достигают цели урока. Спасибо за отклик. Кто-то еще, уважаемые коллеги? У нас здесь еще присутствует... Өзім математика оқытушысы боларак, һәм директор боларак та килдем. Әзрәк үрнәк алыр өчен һәрдаим рәвештә биредә коллектив, зур көчле коллектив эшләп килә. Укучыларга белем бирәләр. Мин инде һәрвакыт алар белән горурланам. Һәм инде төрле семинарларда катнашып, алардан үрнәк алып, үземне беренче мәктәпкә дә алымнарны кулланырга дип планлаштырып килдем менә бүген дә. Зур рәхмәт сезгә, сезнең эшегез өчен. Мин рәхмәт сезгә беренче чиратта, сезнең административ командага, гомуми коллективка чиратта уңышларыгыз артып кына барсын иде. Зур рәхмәт. Важно приехать сюда. Очень приятно. Артур Каримович, пару слов скажите, как это все будет. Хәерле көннәр, безнең Батымдар мәктәбендә эшләүчеләр, әлбәттә инде Эльмира Рафакович, Татьяна Георгиевна, Фәрүзә Зуфаровна, Венера Насыйховна.
Я очень рад находиться, в первую очередь, именно в этой школе, да, потому что в свое время, когда мне предлагали эту школу в 2013 году, я упорно отказывался, но потом все-таки согласился. Ну, как говорится, не зря, да, потому что, во-первых, я здесь получил колоссальный управленческий опыт, и не только управленческий, я бы сказал, даже педагогический опыт, да, потому что эта школа, она и меня развила, да, то есть, поэтому я прям благодарен всем тем, кто здесь работает. И в то же самое время я вижу динамику этой школы, да, я постоянно как бы за ней слежу, даже если я как бы нахожусь сейчас уже территориально не в Актаныше, тем не менее, то, что здесь происходит, меня это волнует. В том плане, что те задачи, которые мы изначально здесь обозначали, да, то есть, потому что когда первый раз, я помню первые совещания, которые я проводил с учителями, да, мы говорили о том, что вот нужно сделать вот это, нужно доходить, например, там, до определенного уровня, нужно соревноваться с лучшими школами там, города Казани, и на меня когда так смотрели, типа, ну ты о чем, типа, давай успокойся, мы привыкли как бы работать в определенном темпе, да, у нас есть уже своя стезя, будем работать. И то, что я вижу сегодня, это уже уровень космос, да, поэтому огромное спасибо всем тем учителям, которые здесь работают, да, и управленческой команде, которая здесь продолжает свою работу. Сізге бик зур рахмат, чөнки безнең менә куйган максатларны, безнең менә үзебезгә билгеләгән миссияларны сез менә дөп-дөрес итеп алга таба алып барасыз. Әлбәттә, әле бу гимназиянең ниндидер теге югары ноктасы түгел, аның үсеше алга таба дәвам итәчәк. Шуңа күрә инде безгә менә күбебезгә монда үрнәк алырда әйберләр бик күп. Менә мин үзем дә моннан киткәндә шундый теге зур идеялар белән һәм шундый зур фикерләр белән китәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Актаныш һәрвакытта инде ул үзенә барыбер ничектер җәлеп итеп кенә калмый, ул менә кешеләрне эшләргә дә өйрәтә, ничек итеп укырга да өйрәтә. Шуңа күрә менә бергә безгә менә адымнарга да һәм адымнарда булмаган башка укытучыларга да матур итеп эшләргә язсын, чөнки менә бу йөргән таш шомара диләр, мин бу сүзне бик еш кабатлый диләр, монда бу мәктәптә эшләгәндә дә. Һәм чыннан да менә мондый очрашулар, такие встречи, они действительно нас, я думаю, будут укреплять, укрупнять и делать нас лучше, не только в плане функциональной грамотности, а в плане как педагогов и людей, которые просто меняют мир к лучшему. Всем спасибо. Поэтому спокойствия вам тоже не ждать. Спасибо большое за вашу открытость. Антон Карпович, спасибо вам за то, что вы нашли время. Да, в общем-то, директорское время дорогого стоит. Спасибо, коллеги, всем присутствующим. Хочу сказать, что мы открыты. У нас вот эту тему курирует Гузель Кабировна. Представьте, пожалуйста, Гузель Кабировна Афанасьева. Я по группе уже ее выучили, по письмам тоже выучили. Но мы работаем вместе, тесно, плотно. Меня вы знаете все давным-давно. Если у вас есть какие-то интересные идеи по формату встреч, да, если есть какие-то пожелания попробовать что-то другое, пригласить кого-то другого, мы можем нарастить, так сказать, любую вашу идею, поддержать вашу идею, нарастить. Отдельно будем встречаться и с учителями, и с учителями-предметниками, может быть, отдельно с руководителями РМО будем встречаться. Не знаю, как вы сочтете нужным. Наши мысли с вами обычно идут одинаково, параллельно. Нам в голову мысль пришла, вы ее озвучили. Или наоборот. Я уже несколько раз в этом убеждалась, коллеги. Если сочли такой формат удобным, правильным, нужным, рады, что вы поддерживаете нас, рады, что вы живы, здоровы. Все остальное у нас с вами будет. Благодарю вас за сегодняшний день. Спасибо всем большое.